Синхронно здесь в каждом движении. Не успели эти ребята отдохнуть после одних выступлений, как вновь приступили к репетициям. На международном конкурсе «Танцы душа народов» юные солисты покорили каждого. Танец кувшина, молодежный и рубка. Именно эти номера принесли победу ребятам и стали визитной карточкой труппы. Ингушская хореография отличается от другой кавказской, характерными только ей движением, азартом, четкостью и эмоциями. Они отдали полностью себя репетициям. Ежедневные занятия на протяжении 2 недель принесли свои результаты. У меня танец был танец кувшина. Вот, за этот танец я получила 1 место. Как долго вы репетировали? Что было самое сложное в твоем танце? Да, ничего сложного там нету. Мы репетировали 2 месяца, так готовились мы. Вот получили свой результат. Лучший народный танец, лучший народный сценический танец и специальный приз «Лучший балетмейстер». Участие в фестивале, который прошел в городе Краснодаре, принимало более 150 коллективов. Помимо прочего, на конкурсе представляли инструментальные постановки. Жюри фестиваля «Душа народа» в полной мере оценила исполнительский талант нашего коллектива. За 5 лет у нас 8 постановок. И вот последний, в прошлом году мы ставили войнахский эпос, и сейчас недавно, как я бы ранее сказал, что вот этот танец кувшином, у нас не было такого танца, и вот именно поэтому решили поставить. Чтобы вот в номинации «Народный танец» мы выставили молодежный танец. Народно-сценический танец мы выставили уже более войнахский эпос, ну и танец соло уже как народный план, то же самое пошел танец кувшином. Забрать гран-при и все 2 места в разных номинациях. Этого ребятам было мало. Четкость, гибкость и синхронность отметила заслуженная артистка России, лучшая вертушка Ирина Кубарь. Вы настоящие, вы не играете, а вы живете. И самое главное, что вы живете очень профессионально. И девушки прекрасные, ход у вас. Плывете вот так, знаете, как вот в ансамбле «Березская» вода говорят, да? Но вот у нас кавказский ход уникальный. Я балетмейстерка Кубанской казачьей горницы, мы тоже пытаемся с девочками танцевать. Я говорю, даже как будто стаканчик воды на голове. Вот такое ощущение, что вот с этим стаканчиком все так красиво прошли. А вот Адам Кадзоев отвечает за трюковую часть. На танцы его привела мама 7 лет назад. Но со временем и сам полюбил, и представить жизнь без ансамбля не может. Сейчас он в процессе освоения новых граней мастерства. Недавно начал ходить на доули, научил 3 вещи. Лезгинка, армянский кочери и марш. Можешь нам сыграть? Да. Говори, что делаешь. Эти ребята скоро отметят свой первый юбилей – 5 лет. Совсем недавно никто не мог и представить, что небольшая танцевальная студия станет полноценным ансамблем. Победы на республиканских, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Ансамбль уверенно идет к своей мечте, а помогает им в этом художественный руководитель Саид Катиев. Всю танцевальную программу он ставит сам. Дети, когда приходят, для них нужно делать именно вот поездки, выезды, не только и в республике, и за пределами, потому что у них проявляется стимул идти дальше. Вот, например, Мата Костоева. Она пришла в 2017 году, и вот каждый выезд она ездила. И сейчас в данное время она уже перешла в более профессиональный уровень. Это государственный ансамбль народного танца Ингушетия. Она там танцует, она там солирует, поэтому каждый, кто приходит, он должен подниматься. Кстати, воплотить хореографию и танцевальное мастерство на сцене ребят учит народный артист Ингушетии и лауреат многочисленных танцевальных фестивалей страны и мира Джабраил Богатырев. На него они и равняются, а потому на достигнутом останавливаться не собираются. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.